Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Камши-Укшара. Законопроект о внесении изменений в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия не принят депутатами Народного собрания. А проект закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами принят в окончательном чтении. Более 13 вопросов в повестке дня рассмотрели депутаты на первом заседании весенней сессии парламента, которая состоялась в четверг, 6 февраля. Все подробности в репортаже Алики Трапш. Депутаты парламента единогласным решением проголосовали за ратификацию дополнительного соглашения между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. В настоящее время более 8 тысяч граждан получают бесплатные лекарства и медизделия на общую сумму 50 миллионов рублей в год. Депутаты также во втором и окончательном чтении приняли законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами. Данный протокол предусматривает изменение порядка ввоза в Республику Абхазия нефтепродуктов из Российской Федерации и их декларирования. Действующий на сегодняшний день порядок предусматривал предварительное декларирование, в соответствии с которым каждый импортер, который возил российские нефтепродукты, в начале года заявлял квоту, которую он в рамках беспошлинного режима мог возить. На практике это могло приводить, и такие случаи тоже были, когда импортеры заявляли по максимуму квоту в пределах, которые выделяются в рамках соглашения, и один импортер может не завести эту квоту, и она останется не выбрана, беспошлинная квота. Другой же импортер завозит квоту и, выбирая свою квоту, завозит сверх нефтепродукты и должен будет уплачивать вывозную таможенную пошлину, что приводит к удорожанию импорта нефтепродуктов. Сейчас же будет в рамках договоренности, то, что Министерство экономики, уполномоченного органа с абхазской стороны, Минэнерго с Российской Федерации, то, что утверждается ежегодная квота, и все импортеры, которые завозят нефтепродукты российские в Республике Абхазия, это фиксируется на таможенной границе, и кто бы не завозил, когда квота беспошлино будет преодолена, потом уже будут уплачивать соответствующие платежи. Народные избранники проголосовали за продление срока полномочий депутатов органов местного самоуправления. Предыдущие выборы в органы местного самоуправления состоялись 3 апреля 2016 года, и срок полномочий действующих органов истекает в апреле текущего года. В связи с проведением повторных выборов президента, назначенных на 22 марта, и в случае второго тура голосования дата может совпасть, поэтому полномочия депутатов местного самоуправления продлены до ноября текущего года. Депутаты парламента внесли некоторые изменения в законопроект об акцизах. Теперь все табачные изделия уравниваются, и на них устанавливается акциз 0,25 за штуку. А значит, любая пачка сигарет подорожает на 2 рубля 40 копеек. Во втором окончательном чтении с некоторыми изменениями был принят и законопроект о налоге на прибыль, который предусматривает исключение из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль денежных средств, безвозмездно передаваемых организацией и учредителями, участниками. Что положительно в данном законе, да? Если, допустим, учредители вносят свои денежные средства, если они не вносят их в учредительный и в уставный капитал, то они обязаны его обложить налогом на прибыль. Мы почему пошли на то, что для того, чтобы, если мы снимаем, да, вот учредители начинают носить денежные средства, и мы не облагаем эти денежные средства. Для чего? Это для того, чтобы привлечь сюда инвестиции. То есть учредители, у нас есть много СП, у нас есть много организаций с представителями нерезидентами Республики Абхазии, поэтому это послужит некой такой преференцией для привлечения денежных средств в Абхазию. На заседании сессии парламента на обсуждение были вынесены 2 варианта внесения поправок к Конституционному закону о выборах президента Республики Абхазия. Один вариант был предложен депутатом Ильей Гуния, другой – Валерия Магрова. После долгого обсуждения оба варианта поправок парламентом были отклонены. И в одном проекте, и в другом были очень разумные вещи, которые мы не услышали. И давайте готовиться к очередным неприятностям. Ведь всем уважаемым коллегам понятно, что в избирательном законодательстве касательно выборов президента много проблем.
Эти проблемы надо устранять. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. К сожалению, сегодня это не произошло. Печально. В первом чтении депутатами был принят законопроект о донорстве крови и ее компонентов. Проект закона регламентирует организацию заготовки, хранения, транспортировки и использования донорской крови. В целях поощрения и мотивации граждан к донорству крови и ее компонентов донор, сдавший кровь 10 и более раз, имеет право на бесплатное обследование общего анализа крови, глюкозы крови и уровня общего холестерина раз в полгода. Также донорам предусматривается денежная компенсация. В окончательном чтении был принят закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Законопроект представил депутат Астамур Логуа. Главное заключение следующее. В действующем законодательстве Республики Абхазия отсутствует понятие «публичный орган» и «публичный служащий», «публичные полномочия». Поэтому локальное употребление данных терминов, представленных в законопроекте, нарушает единство и тождественность их употреблений в разных уже действующих нормативно-правовых актах, что создает трудности в правоприменительной практике. После этого мы в данном отделе Народного собрания провели консультации, пришли к тому, что в будущем нам еще позавчера нужно было принять закон о государственной службе, но у нас его сейчас нет. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что без внесения поправок в соответствующие нормативно-правовые акты закон останется только на бумаге. Принятие данного закона сегодня, сроки вступления, то, что вы предложили, на практике, вот как он именуется, закон о декларировании, есть опасность, что он останется просто декларацией, если мы не будем вносить изменения в соответствующие нормативно-правовые акты. В части уголовной ответственности, в Уголовный кодекс, в трудовое законодательство. Депутаты высказались за необходимость скорейшего принятия закона о госслужбе. Спикер Валерий Кварч установил максимальные сроки принятия данного закона до 30 декабря текущего года. На заседании сессии парламента были озвучены итоги работы депутатской комиссии по проверке работы паспортно-визовой службы МВД. По итогам проверок был выявлен факт незаконной выдачи паспортов. Депутатская комиссия по проверке работы паспортно-визовой службы МВД Республики Абхазия, обсудив после ряда проверок на местах ситуацию, сложившуюся в паспортных службах Абхазии, установила отсутствие контроля со стороны руководства паспортного управления МВД Республики Абхазия над процессом замены паспортов гражданина Республики Абхазия старого образца на новый. В том числе факты незаконной выдачи паспортов и временных видов на жительство гражданам, не имеющим на того законного права, материалы пересланы в Генеральную прокуратуру. Факты немотивированной задержки в получении паспортов нового образца. Факты отсутствия на рабочих местах инспекторов паспортно-визовой службы в районах, что приводит к образованию огромных очередей. Факты игнорирования запроса депутатской комиссии. Исходя из вышеизложенного, Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет считать работу паспортного управления МВД Республики Абхазия неудовлетворительной. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подчеркнул, что на основании депутатского запроса Генпрокуратура проводит проверку по данному факту. После обсуждения депутаты приняли постановление, в котором рекомендуют министру внутренних дел отстранить начальника паспортно-визовой службы от занимаемой должности на время следствия. Алика Трапштамас Чиковани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сразу после окончания заседания сессии парламента активист движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции Астамур Какалия в интервью нашему каналу прокомментировал принятый Народным собранием законопроект о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Во-первых, действие закона отодвинуто почти на год. Дата вступления закона отодвинута на год до 30 декабря, насколько я прочитал, до декабря месяца этого года. Плюс к этому вступление в силу закона об обязательном декларировании должностными лицами и депутатами собственности и активов привязано вступление закона в силу к принимаемому потом закону о госслужбе. Ну и самый главный вопрос. Даже в этом виде этот закон, конечно, большой шаг вперед. Сказать сегодня,
что мы ничего не достигли, мы не можем, мы достигли многого. Успех есть, но мы хотим не просто принять закон через год, который вступит в силу. Ничего не мешает должностным лицам и депутатам уже сегодня в окончательной редакции этот закон принять, и чтобы он вступил в силу. Ничего не мешает должностным лицам и депутатам на следующей неделе заполнить декларации об имуществе и доходах. Честному человеку заполнить декларацию об имуществе и доходах нужно минут 15. Этот бланк. Бланк тоже есть даже. Бланк разработан. То есть вопрос в том, что очень рано радоваться. Этот закон не вступил в силу. Мы народу сегодня сказали, что мы его приняли, но по сути его не приняли. Он должен вступить в силу со дня его подписания, принятия. Мы на этом будем настаивать. Мы вынесем коррупционеров с абхазской госслужбы, не повредив ни одной двери, не сломав ни одного окна. Вице-премьер-министр экономики Адгур Ардзинба будет баллотироваться на пост президента Абхазии. Инициативная группа по выдвижению Адгура Ардзинба в качестве кандидата в президенты зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии в четверг, 6 февраля. Ранее ЦИК зарегистрировал партию Акзара, которая выдвинула кандидатом в президенты лидера партии Леонида Дзапшпа, а также две инициативные группы по выдвижению лидера блока оппозиционных сил Аслана Бжаня и мэра Сухума Кана Кварча. Двигать своих кандидатов имеют политические партии и группы избирателей. Инициативную группу по выдвижению Адгура Ардзинба кандидатом на пост президента республики возглавил Феликс Даутия. Знаю Адгура Ардзинба очень, можно сказать, давно. Во-первых, он жил в городе Новый Афон. Фактически, можно сказать, вырос он на наших глазах. Парень очень принципиальный, очень грамотный, очень образованный. Знаете, вот не по возрасту, можно сказать, даже мудрый. И на сегодняшний день, когда выборы президента Республики Абхазия появляются одни и те же лица по кругу, можно сказать, через каждые 5 лет, мы сочли, я лично сочел бы нужным видеть новое лицо и молодого человека, как Адгура Миранович Ардзинба. Адгур Ардзинба занимает должность министра экономики с апреля 2015 года. В декабре 2019 года он был переназначен на пост главы Минэкономики, а также стал вице-премьером правительства. Поддержать кандидата на пост главы государства в составе инициативной группы пришли 22 человека. Среди них депутаты, общественные и политические деятели. Я достаточно долго прообщался с Адгуром Амирановичем. И за несколько лет общения я увидел одну очень хорошую черту в нем. Это умение сформировать молодую, энергичную команду по принципу профессионализма, а не по каким-то другим критериям. И я считаю, что Министерство экономики – это, наверное, одно из лучших министерств по своему составу и по качеству работы. За 2 года общения с нашим кандидатом, знакомства, много общих позиций, много проговоренных вещей, таких основополагающих для, в его случае, чиновники, как гражданин, его позицию знаю, поэтому считаю необходимым для себя его поддержать. Для меня выбор в данном случае очевидный. Регистрация кандидатов в президенты Абхазии проводится согласно утвержденному календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов. Регистрация кандидатов на пост президента Абхазии продлится до 11 февраля. Выборы пройдут 22 марта. 6 февраля исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с юбилеем. В поздравительном адресе Валерий Бганба выразил убеждение, что достигнутый высокий уровень взаимодействия между двумя братскими странами и в дальнейшем будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества во благо народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Валерий Бганба пожелал Анатолию Бибилову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на высоком государственном посту.
Состоялось первое совещание реорганизованного государственного управления по энергетике, транспорту и связи с участием руководителей всех 9 республиканских унитарных предприятий, вошедших в него. На совещании были обсуждены вопросы, связанные с текущей деятельностью РУПов, а также предстоящей инвентаризацией. Подробности в репортаже Эсмы Голанзе. Открывая совещание, начальник Госуправления по энергетике, транспорту и связи Рабистан Габлия сообщил руководителям подведомственных организаций о необходимости проведения инвентаризации в каждой из них. На той неделе мы собирались у исполняющего обязанности президента и премьер-министра Ганба Валерия Рамшоховича. Вы все там присутствовали. Там была поставлена задача о проведении полной инвентаризации всего имеющегося имущества. Значит, мною издан приказ о проведении инвентаризации всего имеющегося имущества. У меня будет просьба к вам, руководителям, в кратчайшее время провести инвентаризацию. Мы должны знать, чем мы располагаем. Я бы хотел, чтобы каждый из вас высказал, какие проблемы стоят, как их решать, каким путем идти к решению этих поставленных задач. Глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария прокомментировал ситуацию, сложившуюся в системе энергоснабжения республики за последнее время. В данный момент в рамках взаимодействия межправительственного этот переток был получен, и получен как раз приблизительно на 200 миллионов киловатт-часов. Но дело в том, что в силу того, что и в январе месяце мы фактически получили переток вот только недавно, получается, что сам переток, его дефицит по нашим расчетам порядка 260 миллионов киловатт-часов. То есть вполне допускаем прогнозно, что дефицит у нас, даже несмотря на получение этого перетока, будет порядка 50-60 миллионов киловатт-часов. То есть вам также известно, что там ряд факторов есть природного характера. Естественно, у нас идет и прямое взаимодействие с правительством, с премьер-министром, с вице-премьером Республики Абхазия по этим вопросам. И, наверное, в ближайшее время, для того, чтобы не попасть опять в такую ситуацию, мы будем принимать решение, чтобы Абхазия обратилась к Российской Федерации по увеличению этого перетока для того, чтобы пройти пиковые нагрузки без последствий для абонентов Республики Абхазия. Работа во всех ведомствах продолжается в штатном режиме, в том числе и в железнодорожной сфере. Однако здесь остаются некоторые нерешенные вопросы, связанные с нехваткой средств. Мы идем и выполняем его. На сегодняшний день 82-83 километр, значит, тоннель 14-й Афон, идет замена шпал 200 шпал. Сандрибский мост между Россией и Абхазией закончен. Осталось только лишь выложить контраугольники. Буквально в течение 20 дней мы его закончим. Килосурский мост мы полностью заменили. Текущий ремонт у нас идет. У нас единственная проблема, как всегда, оказывается, это финансовая сторона, которой у нас, можно сказать, их нет. У нас есть дебиторы, которые должны платить, но они задерживают. Поток вагонов у нас сократился в минимум. Как позитивно оценил проделанную работу за текущий период глава Абхазского морского пароходства Даур Ардзенба. Он также поделился планами и перспективами работы. Согласно отчету за 2019 год, мы перевыполнили все плановые показатели. В том числе мы и дальше продолжаем наращивать определенные темпы работы. Относительно круизного сообщения, значит, на 4 мая запланирована уже дата прихода судна. Для этого мы также еще подготавливаем определенную инфраструктуру. Это и досмотровую зону, зону транспортного контроля. В тесном взаимодействии с другими службами мы занимаемся. Все идет по плану. На совещании также выступили руководители Абхазтопа, международного аэропорта Сухум имени Ардзенба, Абхазавтодора и Абхазсвязи, каждый из которых выразил готовность к сотрудничеству и взаимопомощи. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Мы продолжаем серию прямых эфиров с участием общественных деятелей, политиков и экспертов. Очередной эфир смотрите сразу после информационного выпуска Амшикшара. И в завершении выпуска о погоде.
По информации гидрометцентра, 7 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами в дождь со снегом. В предгорьях и горах ливневый снег. Температура воздуха ночью 4-9, днем 5-10 градусов, температура морской воды 9-10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.